Рад вас видеть в это воскресное утро. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Что-то как-то это... Кто-то напряженный, кто-то между собой. Вот давайте просто, кто сейчас, вот с кем вы разговаривали, вы с этим человеком прекратите разговаривать, подойдите к кому-нибудь другому, улыбнитесь, скажите что-нибудь. Что-то все какие-то. Давайте пару минут возьмем, поприветствуйте друг друга. Что-нибудь радостное скажите. Кому-нибудь другому обязательно нужно подойти. Аллилуйя! Слава Богу! Я рад видеть, что у нас кто-то начинает возвращаться из отпусков, кто-то только собирается, кто-то собирается вообще навсегда. На все Божьи планы, но сейчас мы здесь, все вместе. Я вам могу сказать, что вы на правильном месте. Давайте мы благословим наше собрание сегодня, мы помолимся. Хорошо? Отец Небесный, Господи, мы здесь собрались во имя Твое, во славу Твою, для того, чтобы слышать от Тебя и для того, чтобы служить Тебе. Господи, благодарим Тебя за возможность вообще, что у нас есть собираться здесь, на этом месте, чувствовать себя свободными, чувствовать себя нужными, иметь общение друг с другом, Господи, получать назидание от Тебя, пребывать в общении с братьями и сестрами, Господи. Мы просим Тебя, Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами, прибудь посреди нас, Господи. Я прошу Тебя, Господь, на сегодняшнем собрании, пусть каждый получит то, в чем он нуждается, Господи. Потому что кому-то нужно утешение, кому-то нужно ободрение, кому-то назидание, Господи. Кому-то он даже не знает, что ему нужно, но Ты знаешь, Господь. Говори прямо в сердца. Кому-то нужно исцеление, Господи. Пусть будет так. Мы верим в чудеса, мы верим, что Ты великий Бог. И что у Тебя не короткие руки для того, чтобы совершать чудеса, достигать нас, достигать людей. Мы отдаем это собрание в Твои руки. Мы ожидаем от Тебя, и мы славим Тебя, Господи. И давайте мы Его прославим, как никогда раньше. Аминь. Аллилуйя, Господь! Вся слава на Тебе. Иисуса.
нашего внимания, нашего почтения, нашего уважения. Благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы воздаем Тебе всю славу и хвалу. Господи, это все Тебе. И великий Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Не знаю, присаживайтесь, не присаживайтесь. Давайте мы детей позовем сразу. У нас добрая традиция. Мы благословляем детей на каждом собрании. Дети, подростки. Можете выходить сюда. У нас их мало. Но мы помолимся за всех, за тех, кого здесь нет. То есть у нас в связи со строительными работами, ремонтными, которые мы ведем, не так много детей у нас будет. Давайте мы их благословим. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, подростка в нашей церкви. Кто сейчас здесь, а также тех, кто в нашей церкви, но их нет сейчас здесь. Господи, мы просим, благослови, как мы их сейчас благословляем. Пусть Твоя рука, она будет над ними во все дни их жизни. Куда бы они ни пошли, что бы они ни делали, Господи. Уберегай их от зла. Благословляй их, Господи. Отец, мы просим Тебя, укрепи их здоровье. Остался месяц летних каникул до начала учебного года. Пусть они наберутся сил, витаминов, оптимизма. Господи, пусть они войдут в новый учебный год, как никогда раньше, с новыми силами. Господи, и веди их дальше просто, в этот ближайший год, в этот остаток лета. Господи, пусть все будут живы и здоровы. Остался еще месяц, хотя купалка уже скоро заканчивается, но тем не менее, пусть все будут живы и здоровы во имя Иисуса. Пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной в этот остаток. И, Господи, благослови также их родителей, их родственников. Я провозглашаю, что они будут благословением и примером для них. Что ими будут гордиться их родители, их родственники. Будут постоянно рассказывать всем: а вы знаете, мой сын, моя дочь. Потому что они будут являть Твою славу, будут слышать Твой голос, будут знать, в чем их призвание, и будут лучше в чем-то. Пусть это будет реальностью в их жизни. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Аллилуйя. Да, можно на улицу, надо только смотреть, чтобы они за калитку не выбегали. У нас там дорога рядом. Да, только во дворе. Хорошо, я рад еще раз приветствовать всех вас здесь сегодня. Вы на правильном месте, спасибо вам. Я также рад приветствовать, вот у нас есть гости с Сунтар. Можно вас попросить, сунтарские, помашите рукой. Давайте мы их поприветствуем. Вот пастор Егор. Потом у нас вот Цвилюйска есть уже. Да? Приветствуем. Хорошо, что мы в центре, да, вот как бы через нас все ездят. Ну, мы не совсем в центре, я вообще не знаю. Я когда в Сунтарах был первый раз, и я с удивлением обнаружил, что, знаете, им там примерно до Новосибирска гораздо проще, чем до Якутска. Или куда-нибудь в Мирный там. И все товары и продукты, они минуют Якутск. Я всегда думал почему-то, что Якутск такой хаб, центр распределительный. Ну, там все без нас хорошо обходятся. Им гораздо ближе, просто у нас республика, она такая огромная, что как-то вот так оно. Как вы могли заметить, если кто-то поднимался, мы продолжаем ремонт. И, слава Богу, у нас, как мне кажется, вроде бы близится свет в конце тоннеля, окончание строительных работ. Я надеюсь, это не встречный поезд, что вам хватит сил. Но на самом деле, я не знаю, мне пока нравится. Слава Богу, все идет как задумано. Если вы не молитесь еще, я прошу вас, поддерживайте нас молитвенной поддержкой. У нас такая уникальная ситуация в городе, что, во-первых, у нас наступает август. И как вы знаете, по старой доброй традиции в Якутске все ремонтные работы, они начинаются либо в августе, либо в сентябре. Как бы, да? То есть асфальт у нас кладут в октябре, когда первый снег выпадает. И поэтому сейчас самый пик спрос на работников.
Просто работников найти нереально. Вот если куда-то пойти, то есть все везде заняты, везде все спрашивают. И вот у нас работало 4 человека, там 3, да, сейчас работает 1, и то он убегает, потому что его ждут на другой работе. Но они, в принципе, заканчивают тот объем, который они должны были сделать, и, может быть, какие-то вот детали. Поэтому молитесь, чтобы как бы у нас и работники были, ну и деньги, чтобы были тоже. Потому что мы ремонт уже 2 месяца делаем, деньги начинают заканчиваться. Но, слава Богу, знаете, Бог он постоянно восполняет. И как бы вот до сих пор все было здорово. Поэтому поддерживайте в молитве, вспоминайте просто и церковь, и ремонтные работы. Хорошо? И у вас будет возможность сейчас также поучаствовать лично. Мы сейчас будем жертвовать, исполнять также, на самом деле это привилегия, можно пожертвовать, можно отдать свою десятину. Если вы первый раз в церкви и вы не знаете, зачем это, ну, я вам могу сказать, что это не обязаловка, мы делаем это по доброй воле. Пусть Господь Он благословит вообще каждого, кто дает, не оскудеет рука ваша. Потому что на самом деле, я не знаю, для кого-то это секрет, нет, но мы не получаем никакого финансирования ниоткуда. Вот если это так вот показать, вот, финансирование, оно отсюда. Это ты и я. То есть доморощенные. От слова дома вырастили. Мы сами. Мы сами все делаем, мы сами даем. И на это существует церковь. Можно вот ведра попросить пустить? И я много не буду об этом говорить, я просто помолюсь, хорошо? Господи, я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, кто когда-либо вообще давал, кто дает. Пусть действительно не оскудеет рука дающего во имя Иисуса Христа. Пусть у них будет все хорошо в финансовом плане, будут закрыты все долги, будут богаты на всякое доброе дело. Господь, благослови. Господи, я прошу Тебя также, я знаю, что Твоя милость, Твоя благодать, она не заканчивается только в реальной какой-то сфере, финансами. Но я прошу Тебя также, каждый, кто дает, пусть у него все хорошо будет и в духовной сфере, и в семье, Господь. Твоя благодать, она пусть простирается на все сферы жизни. Аминь. Я бы хотел поделиться с вами новостями. У нас вчера было водное крещение, и у нас 5 человек крестилось. И у нас есть кто-то, вот, кто был вчера. Можно попросить, ну, можете не вставать, руку поднять просто. У нас кто? Остальных нет. Да. Ну вот у нас Татьяна одна. Ну, было 5, молодой парень Андрей, рыженький такой. Вы его помните? Ему холоднее всего было вчера, хотя вода теплая, я не знаю. Но было хорошее время, может быть, я спрошу вот разрешения, не знаю, я фотографии в группу какие-то скину. Как бы Господь все усмотрел, было ясное небо, был ветер, это означало, что не было вообще мошки. Так было классно. Вот. И также у нас вот была поездка в поселок Амга, да, вот Антонина и Любовь Николаевна ездили. И я так понимаю, что там тоже, да, 5 человек приняли водное крещение, они крестили. Поэтому вот, слава Богу за это. Господь, Он двигается. Аминь. Кажется, что вы не рады. Давайте мы помолимся еще. Прежде чем мы перейдем к слову, давайте мы помолимся. Да. Я смотрю, я вижу, да, мне только рука в камере. Любовь Николаевна, можно вас попросить? Давайте мы поднимемся и мы помолимся. Любовь Николаевна поведет нас в молитве. Добрый день, драгоценные. Мы сегодня начали петь с песни о благодарном сердце. И это так важно иметь. Именно благодарное сердце. И если вы не знаете, о чем молиться, начните просто благодарить Бога. И вы знаете, когда человек благодарный, его хочется еще благословить, правда же?
ему хочется еще дать. А когда человек принимает, что само собой разумеешься, как-то и мы не хотим, наверное, Богу неприятно. Когда мы возвращаемся с Манги, я хочу сказать, что я всегда благодарю Бога, что у меня есть вода, что у меня есть удобство. Но скоро я очень забываю об этом. Благодарить. Поэтому у нас всех есть за что благодарить. И чтобы вспомнить Божье Слово, я почитаю вам из Аввакума, 3 главы. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойло». То есть ничего, не кушать нечего. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Драгоценные, это еще ветхозаветные времена. Так молился и так говорил пророк. А уж тем более сейчас, когда это благодать, Господь нас уже все нам дал. Давайте будем молиться и благодарить Господа. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за все то, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы принимаем с благодарным сердцем. Мы благодарим Тебя, Господи, за спасение наше. Мы благодарим Тебя, Господи, за будущность, которую Ты уготовил для нас. Мы благодарим Тебя, что все потребное для жизни Ты нам уже дал. И даже более дал. Господи, спасибо Тебе за Твою благодать и милость, за Твою жертву, Господь, и любовь. Благодарим и не перестанем благодарить Тебя. Вся хвала Тебе, вся честь Тебе, вся слава Тебе. Ты достойный. Спасибо Тебе, Господи. И да будут действительно у нас благодарные сердца. И мы не можем, Господь, не благодарить Тебя. И мы не можем не поклоняться Тебе. Спасибо Тебе за все. И также, Господь, следуя Твоему Слову, Ты сказал, чтобы мы за все благодарили, и чтобы мы, Господь, молились за всех людей, за начальство, за власти. Это значит, говорили благие слова в их адрес. Потому что нету властей не от Тебя, Господи. Нету структур, которые не Тобой установлены, Боже. И мы, Господь, не будем говорить слова проклятия, но мы будем, как церковь Твоя, высвобождать свет и слова благодарения, слова благословения в их адрес, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за начальство и власти, которые Ты поставил, Господь, и во главе России, и во главе, Господь, нашей республики. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь им мудрость управлять нами. Господи, сердца их в Твоей руке, да будет так. Управляй Ты во имя Иисуса, чтобы все эти решения, которые принимались, Господь, они были во благо Твоего народа. А мы, как Твой народ, благословляем их. Да будет мудрость Твоя и страх Божий, да будет у каждого из них. И познание Тебя, и спасение да придет в их жизни и в жизни их родных. Мы благодарим Тебя, что наш город становится все краше. Мы благодарим Тебя, Господи. Еще несколько лет назад даже цветы не высаживались. Господи, но сейчас, несмотря на то, что засуха, и цветы, Господь, высаживаются. Благодарим Тебя, Господь. И дороги, они делаются. Дороги чудесные по сравнению с тем, какие, Господь, в других местах. У нас чудесные дороги, да будут они еще лучше. Мы просто говорим, Господь, да будет еще лучше. Мы благословляем, чтобы финансы, они были направлены в правильное русло, Господь. Чтобы было достаточно и призабыловали, Господь. Чтобы народ Твой процветал и расцветал, Господи. Благодарим Тебя и славим за все. Отдаем Тебе. Мы благодарим Тебя за нашу церковь. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех людей, которые жертвовали, которые, Господь, вкладываются и финансово, и физически, Господи, и душевно, Боже. Благодарим Тебя за каждого. Спасибо Тебе за строителей, что действительно в это время Ты даешь нам хороших строителей, Господь, добросовестных людей, людей, у которых есть и голова, и руки, Господь, на плечах, и голова на плечах, и руки, Господь, хорошие, которые умеют что-то делать. Благодарим Тебя за каждого человека, который уже трудился и будет трудиться, Господи. Благослови, чтобы время, когда они работают, оно пролетало быстро, чтобы они делали это, Господь, качественно, чтобы они действительно преуспевали то, что они делали, чтобы все было сделано
так, Господь, чтобы и было приятно, Господь, и народу Твоему, и главное, Тебе, Господи, это было по сердцу. Слава Тебе, Господи, и хвала. Благодарим Тебя за те потоки финансов, которые высвобождаются, Господь, чтобы все было сделано вовремя. Слава и хвала, Господи, благодарим Тебя за каждого дающего. Да, действительно, не оскудеет рука дающего, Господи. И пусть у кого нету, Господь, сегодня, чтобы было завтра. Благослови, Господь, чтобы никто ни в чем не имел недостатка. Просто открывайте свои сердца и принимайте. Потому что нас, Господь, наш Отец, Он богатый. Он богатый, все богатства принадлежат Ему, а значит нам, по наследию, Господь. Как Твоему народу, как Твоим детям. Благословляю, Господь, финансовым процветанию. Народ Твой, Господи, благословляю. Ибо, Господь, также мы молимся за полное божественное исцеление, Господь, души и тела Твоего народа. Да придет, Господь, оно. Просто высвобождаю из Твоей сущности, из того, кто Ты есть, Господь. А Ты в нас, каждый из нас высвобождает, Господь. Просто потоки Твоей божественной силы. Исцеление Твое да придет во имя Иисуса Христа. Кто бы в чем не нуждался, Господь. Что бы это ни было, какая бы система или орган. Прямо сейчас, Господь, Твоя исцеляющая сила да прикоснется. И Твой шалом войдет в каждую клеточку во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господи, и славим за все. Благослови на предстоящую неделю народ Твой, Господи. Благослови. Пусть во всем будет Твоя совершенная воля. Аминь. 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 Я бы сегодня хотел поделиться словом, которое Господь положил на сердце. Прежде давайте мы прочитаем местописание. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 8 стих. И здесь рассказывается, давайте мы просто прочитаем. По прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи». То есть это шатра, да? «Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». И когда он еще говорил это, облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Всем знакомо, да, это местописание, гора Преображения, когда произошло нечто удивительное, да, то есть чудеса. И это то место, к которому мы будем обращаться. Но сначала, знаете, я бы хотел, вот вообще, что меня сподвигло, и вот у меня последнее время такое вот... мы в удивительное время живем. В том смысле, что пандемия, она изменила не только мир, но она изменила в том числе и церковь, да? И одно из изменений, которое вот резко коснулось, это YouTube, это интернет и доступность, как бы, да, вот сейчас всевозможных проповедей, всевозможных проповедников. И вы знаете, вот кто-то говорит, вот как к этому относиться. Вот интернет это хорошо или плохо? Это не хорошо и не плохо, вот на самом деле. Ну, вообще, да, это, наверное, хорошо, но это просто инструмент. Его можно использовать и в благих целях, его можно использовать и в не очень хороших целях, да? Средства коммуникации, средства связи, жизнь, она становится лучше, но раньше, вот до сих пор, средства массовой информации, да, они всегда контролировались государством. И вот, например, телевидение, там выдается лицензия государственная, да. Ты не можешь просто вещать на массы, если ты не получил лицензию. Потому что, когда ты вещаешь на какой-то широкий круг,
то это возлагает какую-то ответственность на тебя. Вы согласны? Потому что ты имеешь доступ там, к сотням, к тысячам. Если у тебя центральный канал, то это миллионы людей по всей стране. И должна быть определенная ответственность того человека, который что-то вещает, что-то несет, что-то сеет в разум, в массы. И раньше было тот, кто владеет, да, вот какой-то кнопкой, он может там продвигать какие-то свои интересы. Когда в 90-е годы у нас всевозможные олигархи, они добрались до власти, и было очень модно, то есть, владеть какими-то каналами. У нас были там определенные олигархи, которые там, я не буду называть, как бы вот в политику ударяться, но просто, если у тебя есть свой канал, были куплены журналисты, которые там талантливые, безусловно, но они продвигали определенную точку зрения, да. Есть такая пословица: кто платит, тот заказывает музыку, да. И они могли в интересах одного олигарха топить другого олигарха и как-то продвигать какие-то, в общем, такие вещи. К чему я это говорю? Знаете, сейчас удивительное время в том смысле, что любой человек может получить доступ к неограниченному числу зрителей. Не совсем так, то есть нужно набрать определенный какой-то, знаете, вот как в YouTube, например, подписчики или соцсети, но ты можешь получать, то есть бывают подростки, у которых там миллионы подписчиков. Это означает, что этот подросток, он получает доступ на миллион человек, который читает то, что он там запостил. Вот я не знаю, может быть, да нет, на самом деле, не бывает таких подростков. Вот вообще я не очень хочу слушать подростков. В том смысле, что мне прикольно с ними общаться, но когда они начинают учить меня жизни, как-то... Вы понимаете, да, о чем я? Яйца курицу не учат. И чему ты можешь научиться, пусть там 2 миллиона, 10 миллионов, у тебя там аудитория, но жизненного опыта, да? А из своего опыта я могу сказать, что жизнь она еще и не таких обламывала. И все еще впереди, знаешь, надо просто подождать. Вы понимаете, да, о чем я? Суть в чем? Сейчас человек, он может получить, знаете, это интернет как большая помойка стала. Если раньше, это, например, какой-то канал, и кто-то получает доступ куда-то, он проходит какую-то определенную цензуру, в хорошем смысле этого слова. Потому что цензура это не только, да, например, по каким-то политическим мотивам или еще что-то, но просто любой мусор, вот который не нужен, он отсеивается предварительно до того, как он начинает вещаться, да. Сейчас есть люди талантливые, безусловно, есть люди, которые они получают, то есть есть такие, но есть кто-то, кто, знаете, просто какой-то поток сознания, какой-то бессознательного, там я даже не знаю, что вижу, то пою. И эти люди, они получают доступ, они влияют на умы и так далее. Поэтому, знаете, я уже как-то говорил в самом начале пандемии, что вот сейчас много говорят про гигиену, да, что нужно маски одевать, перчатки, руки мыть. Но гигиена сознания, про нее никто не говорит, гигиена души, потому что когда ты заходишь, и вот эта вся грязь, или там, может быть даже не грязь, просто мусор. Вот она не грязь, а мусор. Вот никому не нужно на самом деле. Такая чушь есть. И в том числе, к сожалению, вы знаете, в христианской среде. Есть, знаешь, сейчас проповедников, то есть с любой деревни можно вести вещание и трансляцию. С любой точки. Человек может вообще там быть никто, никем, и из квартиры рассказывать красивые истории, и ты никогда не знаешь, и ты не проверишь. Есть церкви, которые там, у нас есть канал, которым мы, наверное, должны лучше заниматься и как-то раскачивать его, по крайней мере, для нас. Но ту точку, что я хочу сказать вам, донести, что доступ имеют вообще все. Потому что, вот, особенно у людей старшего поколения, вы знаете, вот уровень доверия к тому, что говорится в телевизоре, он всегда был высок. Потому что мы были так воспитаны. Если его туда допустили, это значит какая-то вот официальная точка зрения, там еще что-то. Если слово оно напечатано где-то, там, в газете или еще, значит это как-то там вот чего-то. Но с интернетом все совсем по-другому. Вот то, что там знаете, в 90% случаев наоборот доверять нельзя.
И у людей возникает какой-то диссонанс. Мы вот еще привыкли там доверять. И вот, ну как, там же вот человек, вот его там показывают, он еще... Вот с интернетом именно в этом. Много преимуществ, но есть вот такие вот проблемы. Мы ограничены просто только самоцензурой. Вот кто, например, туда что-то постит, да, размещает, в том числе. И я помню такую интересную фразу, говорил вот епископ Данияр. Он говорит, что не нужно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. И в Писании написано, да, в Римлянам, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Если мы начинаем смотреть на людей, и я уже, знаете, не знаю, с сожалением это сказать могу, уже достаточно долго живу, я уже видел, и в том числе и в христианской вере, знаете, вот если вспомнить в 90-е годы, какие мощные движения были, и что было там, вот, знаете, не хочется мне называть вот какие-то имена и каких-то проповедников, чтобы кого-то вот, ну, не разочаровать, да. Помните, вот там Сандей был, Адаладжа в Киеве, и там прямо миллионы людей, и там и официальные лица там его, и потом вот такое вот разочарование. Человек там ударился в ересь, там еще какие-то ужасные вещи стали проходить. И вот если так называть, вот даже в нашей стране, либо на территории бывшего Советского Союза, вот таких движений вот каких-то, их куча была. Это такое вступление пока, я еще не начал. И вот еще одно вступление, как продолжение такое, знаете, я недавно как-то присутствовал на проповеди на Сахалине, Андрей Манжовский, епископ, проповедовал. И мы с ним также общались на эту тему, как-то в машине ехали из Нерюнгри. На машине, и дорога длинная, хорошо в машине ехать, можно поговорить о чем-то. Хочешь с человеком пообщаться, вот хорошо куда-то поехать. Деваться некуда. Ты как бы разговариваешь. И вот мы говорили о том, что, знаете, как-то вот ему какой-то парень вот звонил. Откуда-то здесь, с Якутии. Кто-то ему дал телефон. Андрей, он уже переехал в Владивосток. Он уже находился там. И этот парень, он где-то на вахте, где-то в каком-то районе, говорит, вот мне дали ваш телефон, я вот в Якутии, хотел бы пообщаться там и еще что-то. И вот какие-то проблемы у него там, все плохо, то там с зарплатой кинули, то еще что-то не клеится и так далее. И, знаете, они просто договорились, он говорит, слушай, говорит, давай вот ты просто начнешь, говорит, читать слово, и будешь мне, ну вот я готов с тобой, я просто, говорит, из Якутска уже уехал, меня там нет, я не могу с тобой встретиться, но ты будешь, начнем читать с тобой слово, и ты будешь просто отправлять мне каждый день свои мысли о том, что тебе говорит Господь, что Он тебе показывает. Они договорились, все хорошо, и вот он, парень этот пишет, ну вот я там прочитал, как бы вот то-то, то-то Писание, и я думаю, что вот как бы там, ну, там, Павел, он писал, вот он хотел сказать, или Бог хотел сказать. Он говорит, не, подожди. Не нужно мне писать, что ты думаешь, Бог, он хотел сказать вот в этом месте. Вот ты когда читаешь, ты лично помолись, вот тебе Бог что через это показывает вот сейчас? Что Он тебе говорит? Ну, хорошо, как бы, на следующий раз там попытка. Ну вот, я там почитал комментарии, как бы, да, вот там Кулаковых, там еще кого-то, там Яна Златоуста, я думаю, что вот, как бы, да не надо никого читать, никакие комментарии. Ты просто вот прочитай слово, помолись, вот, что тебе Бог говорит, как ты думаешь, вот что Он тебе показывает в это слово, вот если. И, в общем, вот это вот все длилось, и где-то там с 6-го раза он написал, ну я вот думаю, что вот Бог, Он как бы здесь мне показывает. И знаете, там такие выводы были, я никогда бы до этого не додумался. Но суть в чем? Вы знаете же, да, это называется откровение. Мы все читаем одно и то же место Писания, но иногда диву даешься, как люди приходят к каким-то умозаключениям. Потому что каждый человек, он переживает что-то в своей жизни, какой-то конкретный момент, конкретная какая-то ситуация. И для каждого один и тот же стих, он может преломляться совершенно по-разному. Бог, Он может показывать совершенно другое этому человеку. Это не означает, что мы трактуем Писание по-разному или еще что-то. Вы понимаете, да, о чем я? Но в твою конкретную ситуацию Бог может тебе сказать совершенно... Может быть, там говорится вообще там, не знаю, про пожертвование и про деньги, а кто-то думает, знаете, там, человек просто получал откровение, что Бог мне сказал, что я должен быть верен своей жене.
То есть хочется спросить, как ты пришел к такому выводу? То есть, да, но это для него Бог он здесь показал, он ему здесь открыл. Понимаете? Знаете, у меня сегодняшняя проповедь, это... Есть такое вот понятие медицинское сейчас, да, синдром дефицита внимания. Я не знаю, если это, ну, как-то... Вот раньше, когда я вот вырос, ну, у нас просто ремнем лечили это, да? Ну, как правило, ну, я не знаю, может быть, где-то там в центральных городах это было, да? То есть, но как-то вот на это внимание... Я не говорю, что это было правильно, на самом деле, но... Когда вот дети неактивные, да, и вот они не могут сконцентрироваться, вы понимаете, да, вот есть такое понятие. Сейчас как-то больше и больше этому, и, знаете, есть такой синдром дефицита духовного внимания. И вот то, что мы читали, да, Матфея 17 глава, когда Иисус, Он взял Петра, Иоанна и Иакова, да, на гору Преображения, я думаю, это то, что в том числе там происходило. Вы знаете, когда Бог, Он взял, Иисус, Он взял вот, да, троих, да, туда их привел, и Он однозначно хотел привлечь внимание, чтобы они запомнили это на всю жизнь. Потому что, знаете, Иисус, Он и до этого брал учеников куда-то, отводил их в сторону, учил их чему-то, рассказывал, еще что-то. Но вот таких фейерверков не было, да? Знамений, чудес таких, которые бы происходили. То есть очевидно, что этот случай, он особенный. Бог, Он хотел что-то сделать по-особенному. И то есть Он их ведет, они заходят на гору, и как только вот они зашли, Иисус, Он идет впереди, Он оборачивается, и Он изменился. Его лицо написано, да, оно сияло, как солнце. Его одежда, она начала излучать свет. То есть чудо произошло какое-то, да? И ладно бы еще это, но откуда-то взялись еще два человека совершенно, да? Не написано, как они знают, что это Моисей и Илия, да? Но, в общем, они знают. Может быть, Иисус им там сказал, они как-то, не знаю, представились. Потому что фотографий не было, да, в то время, вы понимаете? Они не знали, как Моисей и Илия выглядят. Но они понимают, что это они. И... Они были не просто взволнованы, да, они были ошарашены. Вот если вы представьте, вот это, потому что, когда ты читаешь Писание, можно так, ну, как к какой-то сказке относиться, но представьте, вы ходили с Иисусом, это происходит событие где-то уже в конце служения Иисуса, то есть почти 3 года прошло, они 3 года с Ним ходят, и Он учил, и все вот это происходило, и здесь они в очередной раз идут, поднимаются, и вот Он светит, как солнце, одежда Его сияет. Моисей и Илия — это 2 самых почитаемых человека, да, в Израиле. Как бы одни, ну, из пророков, из старейшин. То есть для них это неприкасаемый авторитет. До такой степени, да, их потрясло, что потом, здесь пишется, да, вот 4 стих, то, что мы читали. Петр, он говорит Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Так классно. И он ему дальше что предлагает? Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. То есть 3 шатра, давай поставим. Вот так круто здесь. Моисей и Илия ходят, разговаривают нам, рассказывают что-то. Вот поставим 3 палатки, 3 шатра. Тебе поставим мы будем здесь жить, да? Но неожиданно, да, сходит облако, окружает их, и мощный голос говорит, да, 5 стих. Когда он еще говорил это, то есть вот он такой: да давай, вот классно, и Моисей, и Илия здесь, поставим палатки, будем здесь жить. Когда он говорил это еще, облако светлое осенило их, то есть сошло облако. И вот глас из облака глаголящий: это ли сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И дальше, внимание, его слушайте. Вы знаете, вот это вот воодушевление, удивление учеников, оно было настолько вот сильным, да, когда вот еще и голос. Тут такой, представляете, просто, ну, не где-то у тебя в голове, вот он облако опустилось и такой, не знаю, громогласный, да, там бас какой-то. Это мой сын, возлюбленный. В нем мое, да, вот, благоволение, все, что я хочу.
Его слушайте. Они упали лицом вниз, да, в страхе. 7-8 стих. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Удивительный случай, да, на самом деле. Он настолько удивительный, да, и я попытался, вот, знаете, вывести некоторые моменты, вот, которые я увидел. Почему вообще это произошло с ними? Что Бог нам хотел показать? И, знаете, вот первое, то, что я увидел, Бог, Он хотел привлечь внимание вот, Петра, Иакова и Иоанна. Вот, знаете, люди, они вот так устроены, что вот зачастую просто вот говорить, ну да, я уже слышал там и так далее. Но если гром и молния сверкают, облако сходит и тебе говорится что-то, ты не забудешь, да? Надолго останется. Ну и вот по такому принципу Бог, Он хотел привлечь внимание. И на самом деле, ну, у Него получилось. Я думаю, что они на всю жизнь запомнили. И даже уже после того, как Иисус, Он был распят, Он воскрес, и Он был вознесен на небо, вот эта вот картинка, она была жива у них. Они это лично пережили, они видели это. И, знаете, вот интересная вещь, я думаю, что вполне возможно, когда Иоанн, он писал следующие слова, да, у него вот эта картина, она была прямо живая в мозгу. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он его видел, как он светится. Может быть. Потом, знаете, Петр пишет, второе послание Петра, 1 глава, 16-18 стих. Интересно, он как раз относится вот к этому моменту. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенными баснями последуя». То есть мы не выдумывали какую-то ерунду, там, чего-то там хитро сплетели. «Но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. Они помнили это. Такое не забудешь. Бог хотел привлечь их внимание, и у Него получилось. И вы знаете, Бог знает нашу натуру в том числе. И Он всегда ставил вот одним из самых высших приоритетов, это чтобы Его народ, Он уделял Ему внимание. Он обращал внимание на то, что Он говорит, на Его заповеди, в чем есть воля Его. Пару примеров просто. Книга пророка Исаия, 28 глава, 23 стих. Он говорит своему народу: «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою». Это, знаете, как пророки ветхозаветные, да? Это вот, как сейчас, если кто-то приходит, там, проповедник, и говорит: будьте внимательны, выслушайте речь мою. Если сидят, вышел, забыл. Ну, мы так устроены. Но если молнии сверкают при этом, да? Или ты где-то висишь: Господи, спаси меня. Второзаконие, 7 глава, 12 стих. «Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим». Почему нам надо в том числе, да, вот, обращать внимание, на что говорит Бог? Он будет хранить завет и милость к тебе. Ну, сейчас нам достаточно, мы приняли Иисуса, да? Но Бог, Он хочет делиться с нами. Он до сих пор говорит. Он может говорить лично тебе. Он хочет дать тебе полную вот, полноту всего, вот, всех благословений, которые у Него есть именно для тебя. Но единственный способ, как Он может это сделать, если ты
будешь иметь с Ним личные отношения, личные, если ты будешь лично слышать Его голос, если ты будешь лично слышать, что Он говорит тебе в твою ситуацию, это единственный способ получить всю полноту благословений. Когда мы так поступаем, да, Бог, Он говорит следующее, да, Иеремия 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Только Бог знает, что Он приготовил тебе. Поэтому, если ты идешь к проповеднику, если ты идешь в YouTube, еще что-то, чтобы получить откровение для своей жизни, это так не работает. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь». Каждый человек, он индивидуален, у каждого своя судьба. И у Бога есть предназначение для тебя. Он приготовил добрые дела для тебя исполнять. И единственный способ узнать, это иметь отношения с Ним. В этом прелесть и отличие христианства от остальных религий, в том числе. У нас личные взаимоотношения с Богом, потому что наш Бог, Он живой. Он не остался там в могиле. Ты можешь иметь с Ним диалог, ты можешь спрашивать и получать от Него ответ. Итак, вопрос возникает. Я хочу, чтобы Божьи планы были для меня, для моего будущего. Или я сам по себе там как-то попытаюсь. Такой пример хочу привести. Вот мама с маленьким мальчиком пошла в магазин. То есть у нее сын небольшого, 4-5 лет. И они зашли в магазин. Мама там наделала каких-то покупок, что-то там притащила. И когда они расплачивались, да, то есть тут островок, где стоит касса, и там консультант-продавец оформляет заказ, и стоит такая банка, знаете, с такими сосательными конфетками маленькими. Бесплатно можно взять, когда ты там расплачиваешься чего-то. И вот мальчик, он стоит и смотрит на эту банку, она стеклянная, и видит эти конфетки. И продавец ему говорит: говорит, хочешь конфетку? Возьми. Он стоит, молчит. Он говорит, возьми, говорит, запусти ладошку, нагреби себе, говорит, в карман сунь. Он стоит, не двигается, молчит. Продавец залез ладошкой, набрал целую кучу, насыпал ему, тот распихал по карманам, они выходят из магазина. Идут, мама его спрашивает: сына, почему ты не стал брать конфетки, когда тебе дядя предложил? Стеснялся, боялся? Говорит, мама, у него руки гораздо больше, чем мои. Выбор, который стоит перед нами, да, в нашей жизни, мы хотим Божьи планы для себя, или мы будем строить свои собственные планы, руководствуясь на каких-то мнениях чьих-то других там людей, еще кого-то. Потому что можно прийти к источнику, кто делает эти планы, а можно обратиться к человеку, который интерпретирует это, и который не знает планов для тебя. Если бы вот такой выбор он стоял, думаешь, конечно, я выберу Божьи планы для себя. Да? У Бога руки по-любому больше. У Него планы по-любому лучше, Он знает для тебя. Потому что, может быть, у вас не так, но вот у меня было такое. Потому что ты думаешь, да нет, вот здесь вот для меня вот там классно, какая-то сфера. И ты потом идешь, тратишь время, может быть, годы. И потом понимаешь, что да это вообще не интересно. Фигня какая-то. Время потратил, что-то ушло там, годы жизни. Бог, Он хочет нашего внимания. Но знаете, проблема в том, что все здорово, вот, когда так слушаешь. Но проблема в том, что наше внимание, оно постоянно куда-то отвлекается. На какие-то вещи. Неосознанно. И вот мы подходим к этому синдрому дефицита внимания. Вы знаете, вот то, что мы читали, местописание Матвея, 17 глава, вот еще раз, 4 стих. Это вот то, что у Петра было.
когда он сказал Иисусу. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, это 4 стих, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и Илии. Я хочу, чтобы вот сейчас внимательно, да, вот смотрите. Моисей, вот здесь, вот, это все неспроста, да, вот происходило на горе Преображения. Моисей, он представляет здесь закон. Илия, он представляет как прообраз, да, то есть Моисей прообраз закона, Илия, он прообраз пророков ветхозаветных. И как я уже говорил, это 2 самых почитаемых человека в израильском народе. Безоговорочная репутация. И вот они там на горе, и так круто. Я попал, знаете, как святые. Ну вот как могут быть, да, для кого-то из христиан. Да это же такой проповедник. Дух захватывает. Я вот там, давай я буду здесь жить. Вот палатку здесь поставлю, шатер. Вот наушники себе куплю, и все, буду с утра до вечера его слушать. Но Петр, он неправильно понял, что ему Бог хотел показать. Он поставил вот этих великих мужей Божьих, безусловно, но он их поставил на один уровень с Иисусом. Давай здесь сделаем палатки, будем при них тут жить. Но потом спускается облако, все это дело прерывается, и голос он говорит: это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Моисей и Илия, они, безусловно, неприкасаемый авторитет. Но они нигде там даже рядом не стояли. Вот это есть Сын мой, его слушайте. Петр, он как бы, вот его внимание, оно отвлеклось от, безусловно, авторитеты. Безусловно, мужей Божии. До той вот поры, да, Моисей и Илия, это 2 человека, которые принесли самые наибольшие такие откровения от Бога для людей на земле. Но, как я уже сказал, насколько бы важными Моисей и Иисус они не были, они ни в какое сравнение не идут с Иисусом. Даже рядом. Лицо у Моисея, оно не светилось, как солнце. Одежда у Илии, она свет не излучала, как у Иисуса, да? Что я пытаюсь донести? Знаете, так легко отвлечь свое внимание, не отвлечь внимание, как сказать, допустить, чтобы твое внимание отвлеклось на что-то другое, от центра. Я вот уже говорил, знаете, вот сейчас вообще интересно наблюдать, я вот уже просто еще раз поражаюсь, что я действительно долго живу уже, что я могу уже какие-то тенденции церковные, да, вот отслеживать уже в своей жизни. Вы знаете, вот сейчас очень много пророков, и вы, возможно, вы слышали эти пророчества о России, которые говорят, что вот пробуждение, оно придет из России, и там еще какие-то вещи будут. И вообще сейчас на Западе это модно. Вот в Америке это как бы прямо вот через одного пророки они говорят такое. Вы кто-нибудь слышал это вообще? И вот это, да, это давно уже. Но вы знаете, я в 90-е годы еще застал ту тенденцию, которая началась в 60-е, 70-е в Америке. Вы знаете, что тогда говорили пророки? Я сейчас не пинаю вот тех, кто говорит, и не умоляю. Я вообще безотносительно этого. Я нисколько не умоляю и не говорю, что это неправда или еще что-то. Поймите меня правильно. Но я застал, я вот свидетель того, как в 90-х, конце 90-х годов, это вот еще этот хвост вот тянулся, когда в церквях по всей Америке проповедовалось о том, что страна северная, враг Израиля, и вот этот апокалипсис, у нас последние дни, он грядет, и он придет оттуда, и эта страна, она разрушит, и так далее, и так далее, и так далее. И там начиналось, и все против коммунизма. То есть еще тогда был Советский Союз, пока он не развалился. И каждая проповедь, она такая, знаете, становилась, было очень модно. Была вот такая тенденция, такая, как бы в политическую сторону уходить. Тогда, говорили русские, да, но подразумевали советы, то есть все, кто вот жил на территории Союза.
У них там у всех там через одного рога там растут. Они там вообще народ проклятый, и они там вот такие вот вещи там и так далее. И вот это была тенденция такая, знаете. И если вот сейчас в наше время перенестись, я вот что хочу сказать. Если не брать вот такие прям глобальные вещи. Но вы знаете, что я хочу сказать. Часто в церквях вот возникает какое-то вот такое вот какое-то учение или течение, да, вот такое вот прям поглощающее. И все начинают вот как-то за этим идти. И очень ярко это можно видеть, например, у интернетовских проповедников на YouTube. Знаете, вот очень часто они проповедуют на какую-то, ну вот у них есть какая-то вот одна тема. Не все, я вам вообще говорю, да, но кто-то, если, например, он берет одну тему, и вот эту тему качает и качает, и кажется, вот прямо откровение какое-то, это что-то новое. Я вам хочу сказать, знаете, церкви 2000 лет. Если взять учебник по церковной истории и посмотреть, какие ереси были, 99,9 это уже было. Уже люди вот так вот в рот смотрели и говорили: вау. Нет ничего нового под солнцем. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. И вот так, когда возьмут тут какую-то доктрину такую, знаете, как мне нравится, что мы проповедуем Христа и Христа распятого. Любое проповедник, да, проповедь, еще что-то, в конечном итоге учение, оно должно показывать на Христа. Нет другого пути. Если начинают что-то выделять, и вот какие-то там, знаете, вот какие-то особенности искать, это вот, как говорили, знаете, вот какие-то хитросплетенные истории. Поделись тем, что ты пережил, что Бог для тебя лично сделал. Не надо вот это вот там все. Теоретически. Знаете, у нас интересные такие вещи были, когда у нас проходила учеба здесь в семинарии. И у нас вот были пастора с Якутии, со всей. И у нас прошло буквально пару собраний, и мы проходили. У нас был такой пастор Дмитрий Ким из Приморья. Из Приморья или из Хабаровского края? Уссурийск это что у нас? Это Хабаровский край, да? Это Приморье? Кто хорошо знает, где это? Приморье. Значит, он с Приморья. И когда вот он учил, после первого же собрания на него пришла жалоба в семинарию. Потому что он подверг сомнению великих проповедников современности. Посмел высказаться там были такие имена крупные, западные. Кеннет Коупленд, там еще кто-то, Джойс Майер, там. Знаете, ну для кого-то это... Я ничего не хочу сказать плохого про них. У них много вещей там хороших. Я вам не про это. Я вам вообще про саму... Есть один незыблемый авторитет. Один. Все остальные, мы люди, мы можем ошибаться. И я всегда призываю, мы должны иметь критическое мышление. Не в смысле критики. Кто знает, что такое критическое мышление? А в смысле в том, что рассуждать здраво и подвергать что-то сомнению. В Писании у нас есть примеры, что когда так поступали, да, вот церковь, помните, они поступали хорошо. Они сличали слова Павла, да, с Писанием. Правильно ли он говорит? Это нормально. Мы не призваны смотреть в рот проповеднику и принимать все. Как бы, ну, вы понимаете, о чем я? Мы должны иметь свой разум здесь, сличать. Потому что людям свойственно заблуждаться, свойственно впадать в ереси и нести ахинею, к сожалению. Но есть истина. Я просто хочу привести вот пример уже вот современности, вот как бы большая церковь на Западе. И вы знаете, да, вот сейчас у них там все вот эти вот изменения в плане сексуальной ориентации. У них там сколько там, 32 гендера или как они вместо мужской и женский, да? Вот у нас пример, кстати, на Олимпиаде был.
как бы, да, у нас, как это вообще, я не понимаю, я честно не понимаю, как можно позволить мужчине, который назвал себя женщиной, участвовать, он пошел штангу поднимать, да, в женских видах спорта. Полный, ну да, он не смог ничего поднять, даже там облажался, как бы, но сама по себе идея, ну женщины, они по-другому устроены, ну не может женщина, есть выдающиеся женщины, которые там сильные, но ни одна выдающаяся женщина не сравнится с мужчиной по силе, потому что мы по-другому устроены. Уровень тестостерона, он другой совершенно, там совершенно другие гормоны, функции другие. Это мужчины, они заточены, там, идти побеждать, там, еще что-то делать. Женщина, она не для этого. Вы понимаете, да? И здесь как бы вот все с ног на голову. И вот то, что вот это все происходит там, да, в одной церкви вот проповедник, он, знаете, вот такой вот оседлал такую повестку по поводу того, что вот то, что в обществе происходит, такая политическая, да, против абортов, против вот этого всего, что там это. И вот он, это хорошо, это правильно. Я, в смысле, разделяю эту точку зрения. Не поймите меня неправильно. В смысле, разделяю точку зрения на традиционные ценности, на семейные и так далее. Но когда у тебя год проповедуют об этом и несут вот это, знаете, я просто вот услышал, что люди в собрании, они начали как бы, расскажи нам про Иисуса. Ну, потому что можно качать вот такие вот повестки модные, да, но Евангелие, оно в другом. Вы понимаете? Наше послание вообще, вот, то, что мы несем этому миру, оно про другое. Это уже следствие того, что мир, он без Бога. Вы понимаете? И вот так много вещей, которые могут отвлекать нас от центра. То, что несет вообще, то в чем все суть. И это касается не только учения. У большинства здесь, да, есть работа. Есть пенсионеры, есть кто еще не дорос до работы. Но работа — это важно. Я бы хотел сохранить работу. Но если твоя работа, она начинает замещать, заполонять все пространство, когда ты не можешь приходить в церковь из-за нее, бывают такие моменты, да, когда ты не ходишь на собрание в церковь, когда ты не ходишь на домашнюю группу, ты не приходишь на молитвенные. Да у меня там, что я включил в интернете, там, посмотрел, что мне надо, что не надо, выключил, что-то говорит не то. Давай другого послушаю, мне нравится. Вы понимаете, что вот первая церковь, у них не было 8-часового рабочего дня, 5 дней в неделю. Они зачастую по воскресеньям собирались по вечерам, потому что остальное время были вынуждены работать. Помните то место Писания там в Деяниях, 20 глава, по-моему, 7 стих, когда Павел пришел куда-то, да, он проповедовал, вечером начал, и запроповедовался далеко за полночь. То есть во сколько они собрались, что он там потом, когда парень еще уснул, с окна упал, со 2-го этажа. Потому что это было поздно вечером, в воскресенье, в день воскресный. Люди собирались тогда, ну то есть... Может быть, если даже так не получается, ну не знаю, минута для поклонения с семьей, хлебопреломление с семьей. Но если это, может быть, у тебя внимание начинает отвлекаться, мания, в смысле деньги, они важны. Потому что в современном мире без денег никуда, мы должны платить за все. Да. За все надо платить, к сожалению. Но написано, что, и еще раз, да, деньги это неплохо. Как там с деньгами не так хорошо, как без них плохо. Когда их совсем нет, ты начинаешь понимать, что вообще тоскливо. Но любовь к деньгам,
написано любовь к деньгам, жажда наживы. Когда ты вот все для этого. Корень всех зол написано. Да, Павел писал Тимофею. Еще раз, не деньги, но любовь к деньгам. Если у тебя деньги начинают застилать вообще все, что у тебя не остается время на слово, на церковь, ну в этом проблема. Семья это важно? Это супер важно. Но если у тебя семья заслоняет все, знаете, как Иисус сказал, Матфея 10 глава, 37 стих. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И Марк написал, 8 главе 36 стих. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Еще раз, я не призываю, мы должны заботиться о наших близких. И если ты родитель, это твоя прямая ответственность, чтобы твои дети они были обуты, одеты и накормлены. Мы призваны это делать. Написано, что кто не печется о своих, тот хуже неверного. Но это тоже не отнимешь. У нас на первом месте должен быть кто-то другой. Это не означает, что мы должны пренебрегать. Можно иметь все эти важные вещи в жизни, но если они начинают вытеснять Иисуса из твоей жизни, если ты пытаешься поставить вот этот шатер где-то там, либо вокруг вот чего-то там, каких-то проповедников, либо вокруг своей семьи, либо вокруг там зарабатывания денег, или еще чего-то, ты начинаешь ставить, как вот они говорили, да, на один уровень с Иисусом это все. Это неправильно. У тебя возникает вот этот синдром дефицита духовного внимания. Бог ожидает, что Он будет занимать первое место в нашей жизни. Итак, что мы можем увидеть вот из этого места Писания, да, которое мы читали, Матфея 17, про гору преображения? Первое, это то, что Бог, Он хочет, чтобы мы уделяли Ему внимание. Он хочет привлечь наше внимание. У Него есть план для твоей жизни, и Он хочет благословить тебя. Но для того, чтобы это случилось, неразделенное внимание должно быть. Не на ком-то, не от кого-то, но на источнике, на нем. Второе, что мы можем вот страдать от этого дефицита, синдром дефицита внимания. Нас отвлекают какие-то важные вещи в жизни. То, что нам кажется важным. И третье, знаете, вот, еще раз, 5 стих, на что Бог, Он сам обращает внимание. Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Знаете, как я уже говорил, вот к этому моменту, когда все это происходило, Петр, Иаков и Иоанн, они уже давно были в церкви. Ну, условно, да. Они где-то 3 года уже, это к концу служения все происходило. Они уже 3 года с Ним ходят. Они уже все видели. И тем не менее, они вот страдали от дефицита внимания. Они хотели, они поставили его там на один уровень. Что я пытаюсь сказать? Можно всю жизнь ходить в церковь и все равно не слушать Иисуса. Можно смотреть каких-то проповедников, слушать кого угодно. Слышать об Иисусе, но не слушать Его. И, к сожалению, я видел такое, знаете, ну вот у нас есть такие примеры. Может случиться с каждым. Для кого-то церковь может стать отвлечением внимания. Люди, они там и приходят в церковь, и там все делают. Знаете, как вот эта Марфа. Вот она там все, там и занята, там, и там и почистить надо, и там это, если раздавать наградки вот какие-то там за что-то, да, она на доске почета будет висеть. Ну, все делает. Вот молодец. Но вот что-то отвлекает. Знаете, вот, непосредственно от Иисуса.
Знаете, очень часто можно, как вот Иисус сказал, что по плодам их узнаете их. Можно часто смотреть на человека, и вот он может что-то делать и в церкви, и что-то там говорить хорошее. Но когда ты смотришь вот на его реакцию в жизни, за пределами церкви, как он обращается там с людьми, хамит ли он им, сеет ли он вражду. По плодам их узнаете их. Можно бить себя в грудь и говорить, что да я за Иисуса всех порву. Вы понимаете, да, что? Для кого-то церковь может стать вот таким вот отвлечением внимания. Чему я это говорю? Что нам нужно обращать внимание на то, что Он говорит. Как Бог сказал, это и есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, Его слушайте. Как нам знать, что Он говорит? Вот, ну, прежде всего, читать Слово. И не только, да, вот такие вот места, где, знаете, как красным в Библии такие бывают, слова Иисуса не выделены. Все Писание, оно богодухновенное. Хочешь знать Его Слово, Его волю, читай Слово. Ничто не заменит от личного твоего общения, вот тому, что я говорил. В самом начале вот этот пример приводил, да, когда вот Андрей Манжосов, это не единичный случай, вот у него там уже группа такая, да, ну, разные люди, когда вот обращаются, и вот он просто, давай читать с тобой Слово. Одна из самых великих вещей, которых ты можешь научить вообще там, своих детей, людей в церкви, это иметь личные взаимоотношения с Богом. И начинаются они прежде всего с чтения Слова. Осознанно помолиться: Господь, говори со мной, покажи мне. Потому что Слово это в том числе, как ты узнаешь Его волю. Можно получать дальше, да, духовно. Мы не ограничены только Словом. Но Бог, Он никогда не идет вразрез со Своим Словом. Он не противоречит сам себе. Вы понимаете, да? Поэтому, когда люди обращаются ко мне и говорят: ну слушай, посмотри там какого-то проповедника, почему я это делаю неохотно? Да потому что, знаете, как часто просят? Если смотреть все подряд, никогда времени на это не хватит. Там еще проповеди по 1,5-2 часа. Но если человек, он подходит и слушает, а как ты думаешь вот насчет этого места Писания? Совсем другое дело. А что тебе Бог говорит? Что ты видишь в этом? Мы должны читать Писание. Начни, если ты не читаешь, нужно читать. Потому что из этого они и строятся отношения с Богом. Ежедневное чтение и молитва. Начни с 5 минут. С 10 или с 15. На самом деле много не надо. Но если это будет регулярно, вот музыканты, наверное, знают, ты не можешь, например, взять, год не заниматься и потом месяц с утра до вечера, 24 часа в сутки и чему-то научиться. Но если ты будешь полчаса каждый день уделять, это путь к тому, чтобы чему-то научиться. Ну, полчаса маловато, чтобы достигнуть какого-то уровня, но это хорошее начало, и толку будет больше, чем ты один день раз в неделю занимаешься. Лучше полчаса каждый день. Нам нужно выяснять, тебе нужно выяснять, в чем воля Божья для тебя, в твою ситуацию, что Бог тебе говорит. Он говорит только тебе, не через кого-то. Вы понимаете, да? И когда ты это знаешь, дальше нужно научиться просто слушать, подчиняться этому. Можно сказать, что можно было бы подумать, что вот Иисусу не нужно было ходить в церковь. Ну, он же там как бы... Но вы вспомните, где он проводил каждую субботу? Он в храм ходил, да? Где было, когда он там пропадал? 12 лет его родители потеряли. Вопросы он задавал. Если для Иисуса нужно было ходить, может, тебе тоже не мешало бы? Не потому, что там пытаются заманить, но
Потому что вот мы устроили так. И ничто не заменит общение вообще. У нас вот в связи вот с какими-то вот вообще вещами, мероприятиями, в виде ремонта там и так далее, ну как-то вот усеченный сейчас формат служения вообще всего. Но когда-то это закончится, когда-то и пандемия закончится. Потому что вот самое большое, знаете, вот за что я ненавижу коронавирус, там, пандемию и так далее, это что люди лишены общения живого. Никакой интернет, никакой телефон, Zoom, Skype, он не заменит, когда ты можешь взять человека за руку или там вот сесть глаза в глаза и поговорить. И это то, ради чего церковь, или не ради чего, а один из обязательных атрибутов церкви – иметь общение друг с другом, с верующими. Помните, да, пребывали в учении, в Деяниях написано, то, что церковь в молитве, в общении. 4 вещи. Хлебопреломление. Общение на один уровень ставится. Поэтому невозможно заменить. Вот я просто останусь дома, буду там ютубчик смотреть. Что я там буду ходить здесь? Непонятно, что слушать, ерунду всякую. Там-то весь мир передо мной, я могу выбрать там, великих и так далее. Ничто не заменит твоего личного общения с Богом. И ничто не заменит твоего личного общения с другими верующими. И вот это вот по переписке в интернете, на каких-нибудь сайтах, вполне возможно, я допускаю, я как бы не это. Но, понимаешь, это тяжело представить, кто на самом деле там, может там усатый дядька сидит и представляется как непонятно кто и пишет тебе всякую ерунду. И он такой весь верующий, такой там есть всякие такие дела хорошие. А на самом... У нас много людей, которые знают, как нужно отвечать, как нужно говорить и как показаться. Но здесь ты никуда не денешься, ты как на ладони. Поэтому жизнь, она настоящая, она сейчас. Она не виртуальная, она не ушла вся онлайн. Итак, в заключение, знаете, я бы хотел сказать, привести вот такое местописание, притчи, 4 глава, 25-27 стих. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. У нас есть пример для подражания. Один. Помните, как я приводил, как-то вот рассказывал, что один проповедник, он все время так, ну, вот как бы, чтобы поучаствовать в жизни людей, вот он там все пытался кому-то помочь, говорит, давай я тебе помогу, там, вот там брат начал дом строить или там ремонтировать, ну, давай я тебе помогу. А, ну, руки не очень у него, как бы, в смысле, языком лучше, в общем, работал, чем руками. Ну, как-то вот, ну, давай помогу, ну, давай поможешь, вот. И он говорит, давай, говорит, ты будешь доски мне пилить. И вот как бы, ну, там для чего-то ему нужно было что-то закрывать досками. Он ему дал талон, вот там отмерил, говорит, вот такие доски мне нужны. И вот у него там целая пачка, не знаю. И вот он взял одну, отпилил, следующую отпилил, и там весь день он их пилил. И когда тот вернулся в конце, то есть, ну, начали они, то есть вот его поставили там на циркулярную пилу, и вот он там напилил. Когда подошли, взяли первая доска, и та последняя, которую он отпилил, там расхождение было 15 сантиметров. А почему так получилось? Потому что он пилил по первой доске, эту выкидывал и брал ту вторую. Потом по ней мерил, отпилял, пилил и еще дальше выбрасывал. И так дальше. И потом это все дело по миллиметру выросло до 15 сантиметров. Вы знаете, то же самое происходит с церквями. Если мы смотрим не на первый образец, который есть, а начинаем ставить в пример каких-то людей, каких-то проповедников, какие-то церкви, наши стандарты, они постепенно меняются. Но есть один эталон, по которому надо мерить. Тогда все хорошо будет. Поэтому не обижайтесь, если вы мне приводите в пример, ну вот там этот сказал. Безусловно, есть мужи авторитетные. И я с уважением отношусь к ним.
Но у нас есть один эталон, на которого мы смотрим. Это одно слово, к чему мы призваны. И, знаете, вот такой пример хочу привести. Вот то, что мы прочитали, место Писания. Еще раз, да. Глаза твои пусть прямо смотрят, ресницы твои да направлены будут прямо перед тобой. Обдумывай стезю для ноги твоей. И все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Притча Соломона. Мы сами можем планировать, мы сами... Люди часто пребывают в каких-то фантазиях. Ты вот думаешь, что если ты сейчас поступаешь каким-то определенным образом, но в будущем я себя вижу совершенно другим. Там все будет прекрасно, там все будет по-другому. Я тебя разочарую. Твое будущее, оно связано с настоящим. И твое будущее, оно является последствием, результатом того, что ты делаешь сейчас. Если ты хочешь, чтобы результат был какой-то другой, тогда тебе сейчас нужно делать что-то по-другому. Был такой канатоходец, вы знаете, да? Вот раньше, помните, как-то в 20 веке это было популярно. То там между высотными зданиями где-то канат натянут, и вот он там пройдет по этому канату, сбалансирован. И там все замирания трансляции какие-то были. И вот этот человек, он прошел, знаете, есть Ниагарский водопад, самый высокий, да? И он такой большой, красивый. И вот он натянул там трос и прошел от одного берега до другого. И вся суть в том, что, знаете, представляете, это вот брызги летят. То есть там вода, вот если кто видел, пар такой стоит водяной. И очень большое расстояние, я помню, тогда даже это в Советском Союзе было, я не помню, 80-е годы это были. Показывали у нас даже в программе новостей. Вроде бы буржуи какие-то ходят, но тем не менее показывали. И он когда шел, он потом как бы делился секретом, он ставил на большом длинном шесте такую серебряную звезду. И когда он шел, он не смотрел под ноги, то есть они как-то вот нащупывают этот канат и балансируют, но он не отводил взгляд от этой вот звезды. Он всегда смотрел и видел конечную цель. То есть она стояла на конце, в другом конце его пути, куда ему нужно было идти. Евреям 12 глава, 1-2 стих написано. «И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Я сейчас все свяжу. Мы должны смотреть на Иисуса как на один эталон, как вот на эту звезду, и идти за Ним. При всем уважении ко всем остальным авторитетам, при всем уважении к нашей работе, к нужде в деньгах, к семье и так далее, но есть один, на кого мы должны смотреть. И ничто рядом не ставится. Аминь. Аминь. Так прямо подмывает еще что-нибудь сказать. Вот как, мне кажется, что я не могу донести важность этого, что я не против, но ничто не заменит. Но я, наверное, уже остановлюсь. Но интернет это хорошо, YouTube это классно. Мы можем иметь общение, мы можем иметь какие-то вещи. Но я просто ободряю вас. Нам важно читать Писание самим. Нам важно иметь взаимоотношения с Богом. Потому что тебе может сказать истину только Он. Если кто-то другой начинает, мне Бог сказал, что тебе там... Знаете, есть большая вероятность, что тобой манипулируют. Я тебе открою секрет. Потому что если Бог, Он ему сказал, Он что, тебе тоже не может сказать или как-то? Это твоя ответственность нести. Нести ответственность. Твоя ответственность нести ответственность. За свою судьбу ответственен только ты. Правительство, пастор, начальство, родители, все хорошо. С тебя спросят. У нас спасение, оно индивидуальное, оно не коллективное. И также твоя судьба, твои планы на будущее, это только твое. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, вот если я что-то принес человеческое сейчас, пусть это упадет, умрет и не принесет никакого плода. Но, Господи, вот всякое слово правильное от Тебя, пусть оно прорастет, принесет добрый плод в жизни людей. И я говорил это не в осуждении, ни в коем случае.
но в ободрение, в назидание, Господь. Я прошу Тебя, пусть будет правильное понимание всего этого. Пусть будет мир и радость в этом. Ты никогда не ставишь в тупик, но всегда показываешь выход, Господи. Всегда выводишь из любой ситуации. Мы уповаем на Тебя, я прошу Тебя, Господи. Дай нам дальше следовать каждому за Тобой. Дай иметь личное отношение с Тобой. Слышать Твой голос, знать Твою волю и подчиняться Тебе. Весь Божий народ сказал? Аминь. Аминь. Все? Спасибо. Слава Богу. Добро пожаловать в следующее воскресенье на собрание. Подождите, мы еще должны помолиться. Благословите, я так понимаю, у нас Тоня уезжает.